Только за первый квартал государство собрало на 31,5 миллиард сомов больше установленного плана. Всего в госказну поступило 164 миллиарда 200 миллионов сомов. План был выполнен на 124%. Доходы государства за первый квартал 2024 года. В этом году за 3 месяца консолидированный бюджет составил 164,2 миллиарда сомов. По плану должны были собрать 131,1 миллиард сомов. От налоговой службы поступило 48 миллиардов сомов. По плану должно было поступить 47,7 миллиардов сомов. Таможенная служба собрала 29,3 миллиарда сомов. Это на 1 миллиард 300 миллионов сомов больше своего плана. Подробная информация о положительных экономических показателях страны была представлена перед парламентариями. На заседании Жогорку Кенеша отчитался весь состав Кабинета министров. Акылбек Жапаров сообщил, что в стране сохраняется положительная динамика в макроэкономике. Хочу отметить, что макроэкономические показатели страны сохраняют стабильный рост. В 2022 году ВВП составил 9%. 2023 год мы завершили ростом в 6,2%. Номинальное ВВП. Если ВВП в 2020 году составил 639,7 миллиардов, то в 2023 году он достиг рекордных 1 триллиона 228 миллиардов 900 миллионов сомов. Номинальный ВВП за январь-март 2021 года составлял 118 миллиардов сомов. В 2022 году он увеличился до 146 миллиардов сомов. Рост составил 104,5%. В прошлом году вырос на 104,6% и составил 184 миллиардов. В 2024 году ВВП достиг 248 миллиардов сомов с ростом 8,2%. По сравнению с 2022 годом номинальный ВВП вырос в 2 раза. Благодаря правильной макроэкономической политике, несмотря на глобальные вызовы, руководству страны удалось обеспечить стабильность в экономике. Акылбек Жапаров сообщил, что в этом году планируется заметное снижение уровня инфляции. Как вы знаете, самые тяжелые времена до пандемии приходились на первый квартал. Из-за отсутствия средств работы не начинались вовремя. Не росли экономические показатели. Наша экономика адаптировалась к таким сложным ситуациям и постковидным условиям. Благодаря правильно проводимой политике мы встали на путь развития. Так, если инфляционный процесс в начале 2023 года составлял 14,7%, то в конце года составил 7,3%. В этом году мы планируем инфляцию до 5,5%. Добиться высоких экономических показателей государству удалось благодаря проводимой работе в рамках фискальной политики и цифровизации в целом. Так, в таможенной структуре цифровые технологии работают для улучшения качества таможенного администрирования и борьбы с контрабандой и коррупционными схемами. И именно они позволяют добиться устойчивости бюджета и сокращению теневой экономики. Поступление таможенных платежей в разрезе таможенных органов и общий план факт службы. Здесь отражены основные статистические данные таможенной службы. Любая информация по сбору и перемещению грузов автоматически поступает в данный ситуационный центр. Здесь даже можно увидеть, сколько средств поступает за один день. К примеру, 30 марта в таможенную службу поступило 130 миллионов сомов. Все. Благодаря цифровизации таможенных процедур доходы от ГТС растут с каждым годом. Служба только за март месяц обеспечила поступление таможенных платежей на сумму в 10 миллиардов 800 миллионов сомов. Это на 316 миллионов сомов больше установленного. Таможня перевыполнила и план за первый квартал этого года. На январь-март 2024 года прогноз поступления таможенных платежей был установлен в размере 28 миллиардов сомов. За 3 месяца 2024 года таможенная служба обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 29,3 миллиарда сомов. План исполнен на 104,6% или собрано больше на 1,3 миллиарда сомов. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года поступление увеличилось на 8,6 миллиардов сомов или темп роста составил 135,2%.
С высокими экономическими показателями первый квартал завершила и налоговая служба. Она собрала на 8 миллиардов сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года. План был выполнен на 106%. Выполнение плана с опережением обеспечило динамику роста в макроэкономике. Так, доходы государства только за 3 месяца этого года составили 164 миллиарда 200 миллионов сомов. План был выполнен на 124%, было собрано на 31,5 миллиард сомов больше установленного. Неналоговые доходы у нас, как я сказал, 9,7 миллиардов. У нас неналоговые доходы – это такие доходы, как штрафы, прибыля там, от госкомпаний, дивиденды, там, аренда имущества. То есть вот эти все доходы являются неналоговым доходом. От оказания платных услуг, государственных услуг различными ведомствами эти деньги поступает, но обратно же эти деньги направляются в реальный сектор на развитие или поддержание реального сектора. Положительная динамика в экономике позволила решить в стране годами нерешенные проблемы, в их числе и строительство соцобъектов. Так, за 3 года было построено 315 школ, 69 детских садов, 28 объектов здравоохранения. Вместе с тем был решен вопрос чистой воды в 25 селах. Стоит отметить, что к концу 2023 года завершено строительство 140 объектов в сфере образования. Кроме того, в Баткенской области сдано в эксплуатацию 417 жилых домов и 23 социальных объекта. За 3 года в Волжской области построено 113 объектов, в том числе 73 школы и детские сады. В Джалабадской области построено 66 объектов, из них 38 школ. В Баткенской области 67 социальных объектов. В этом году мы сосредоточимся на Чуйской области. В прошлом году в самой густонаселенной Чуйской области было построено всего 15 школ. На этом государство не остановится. В этом году будет построено 249 объектов и 103 реконструированы. На эти цели нужны большие деньги. 33 миллиарда сомов. Также 83 объекта нужно обеспечить питьевой водой. Стоимость этих работ составит 328 миллионов сомов. В этом году на строительство и ремонт 435 объектов предусмотрено 1,7 миллиардов сомов. На подготовку проектно-сметной документации 139 проектов направлено 36,4 миллиона сомов. Также разработан специальный портал, где можно будет следить за ходом строительства в онлайн-режиме. В этом году приоритет дается столетию Каракыргызской автономной области. В честь юбилея будут сданы в эксплуатацию 64 объекта. Помимо этого, мы намерены привлекать инвестиции для строительства и других социально важных объектов. Тем временем аналитики оценивают экономическую ситуацию страны положительно. По их словам, высокие показатели уже в первом квартале придадут импульс макроэкономической стабильности и обеспечат ее дальнейший рост в течение всего года. Позитивный прогноз дают и мировые финансовые институты. По мнению специалистов Международного финансового института, в частности ЕАБР, положительная тенденция роста валового внутреннего продукта сохранится в 2024 году. Был прогноз и на 2025-2026 года. И это будет благодаря внутреннему потреблению, росту внутреннего потребления, активности малого и среднего бизнеса, активности инвестирования со стороны иностранного капитала. Положительная тенденция состоит в том, что мы можем улучшить свое состояние благодаря росту внутреннего потребления. И политики, благодаря стимулирующей политике и структурным преобразованиям, которые происходят в наших странах евразийского пространства. Прошлый год страна завершила с 575 миллиардами сомов в госбюджете, а на этот год поставлена цель довести консолидированный бюджет до 670 миллиардов сомов. А до 2026 года руководство планирует довести бюджет до 1 триллиона сомов. Для этого, как отмечает глава Кабмина Акылбек Джапаров, в месяц в бюджет должно поступать 58 миллиардов сомов. Это 1 миллиард 900 миллионов сомов в день или же 80 миллионов сомов в час. Ахмер Дурдинова, Джахшилых Исаков, ЛТР. Итоги недели.